Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Какие мысли посещают? Вещи нужно забрать, они крайне необходимы для будущего нашей страны. Ну, это здесь углубляться в конспирологию и прочее я не буду. Нас очень внимательно слушают и даже записывают. Серж Дэм. Андрей, а вот вы поддерживаете тех некоторых людей, кто считает до сих пор, что спасти страну и народ можно только мирными способами. Здравия, удачи вам, Андрей, мы с вами вместе победим. Вместе мы однозначно победим. Кто не заметил, я и использую не я, а нас, мы. Когда говорю об общих проблемах, я отношу только к своему жизненному опыту и о своих там каких-то решениях. Я считаю, что путь должен быть бескровным. Малой крови не бывает. Та самая история. Неужели ничему людей не учат? Не бывает малой крови. Никак ни крути, не бывает. Всегда найдутся те, кто захотят больше. Мистика, когда народ поумнеет. А народ умный. Он темный, умный. Миром управляют темные, умные. Кстати, о темных, там свет победит тьму, тьма победит свет. Я вот уже неоднократно говорил, я говорю, та высшая энергия, она не имеет полярности. Все зависит от тебя, что ты берешь. Вот электрический ток, он плохой или хороший? Все дело в том, как ты его используешь. Вот и все. Ребенок в чреве матери формируется по половому признаку на последних неделях, понимаете? И рождается он абсолютно не белым, не темным. Он биполярен. И там уже от родителей зависит и от окружающих, кем он станет, с какими понятиями вырастет, с каким пониманием мироощущения. Это зависит только от родителей. Он чистый. А привить человеку можно все что угодно. Я говорю, что все какую-то истину там где-то роют, копают. Она на поверхности, она хуже воровства. Простота хуже воровства. Поэтому ее все боятся. Начинают облепливать домыслами, доводами, добавлять свое от себятину, так возникают разные религии, учения. То есть берут корень и к нему лепят, чего попало. Тоже это касается многого, потому что чтобы интерес не ослабевал к какой-то теме, нужно что-то добавлять постоянно. Вот и все, возникают лжеучения разные. Я не отношусь к чему-либо сразу с позиции отрицания, либо вопреки чему-то. Я вообще сам не делаю ничего вопреки там обществу или еще чему-то. Я всегда пытаюсь найти точки соприкосновения. Если я их не вижу, вопреки я живу только себе. Потому что, как некоторые люди считают, да некоторые, подавляющее большинство, что типа здравый человек так не поступит, как поступил там шаман, еще там кто-то. Не кто-то в данном случае, там Виктор Алексеевич, я там. Это ваше мнение.
Ваше мнение это только ваше мнение. Тот ведущий, который ведет, он не видит выхода на земле. И вот опять же по поводу темных, светлых, кто там чего победит, я не закончил, да? Темные сами в панике от того процесса, который они запустили и который усугубил человек. Вот та третья энергия, о которой я говорил еще в прошлом году, это и есть сам человек, который может менять полярность, свою полярность по отношению к окружающему, воздействие на окружающий мир. Вот когда эта полярность с минуса начнет перетекать в плюс, а с темными все понятно, вы демон, сатана, но это крестьянам, это они там ад придумали, ну пусть и верят в него. Кто во что верит, тот туда и как бы и попадает. Как, от чего будет питаться темнота, если не будет положительного? Ну, то есть они обрекают себя на вымирание, или они ежемоментно улетят на какие-то далекие планеты. Я говорю, проблема общества сейчас вот с этим интернетом. Здесь есть и плюсы, и минусы, понимаете? У нас одни говорят, я телевизор не смотрю. Ребят, я смотрю телевизор, у меня фильтры есть в голове. И то же самое в этом интернете. Одни слишком глубоко копают, другие слишком высоко летают. Я когда сейчас слышу осознанное слово, меня начинает уже передергивать просто. Раньше веселило, сейчас просто передергивает. Осознанные не пользуются благами этого неосознанного общества. Они живут в уединении. Вот вам и все об осознанных. Давайте назовем понимающие или начинающие осознавать. Алексей Басалай, соратники предали шамана, почему не сражались за него. Это если к месту ареста, ну, к моменту задержания или сейчас, почему? Ну и скорее всего к ним вопрос. Конкретно ко мне, вы какое там сражение, какое хотели увидеть? Я понимаю, что ну там просмотры в YouTube, да, кровь там еще желательно, чтобы убили кого-нибудь, то есть просмотры, то есть опять найдутся подонки, которые воспользуются этим, да, чтобы поднять какой-то социальный протест в угоду каких-то своих, опять же, шкурных интересов. А эти шкурные есть интересы у всех, кто так или иначе сейчас рвется к власти. Ни шаману, ни мне власти не нужна была. Нам нужны изменения вашего сознания. Телега по сознанию катится. Я об этом уже говорил. Телега катится, обряд идет. Это тоже мое выражение. Ну, это оставим тем, кто там в угоду опять своих каких-то амбиций или еще чего-то там использует. Мне это не интересно. А вот даже здесь Алексею отвечает, потому что он не шаман. Что непонятно. Они с ним общались, и он прекрасно знает, что Габышев просто больной человек, не более. Уж им-то не знать. Это Маруся Незваного. Ну, начнем с того, что ник набран латиницей, да, то есть это, скорее всего, человек не из нашей страны, из ближнего зарубежья, возможно, и неважно. Шаман здоровый человек. Он здоровее вас. В умственном. Какое вы там психическое состояние. Это здоровый человек. А что вы имеете под он не шаман? Вы понимаете, человек, мы все воспитываемся, да, в каком-то обществе, живем в каком-то среде. Вот свои способности, так скажем, Александр назвал шаманскими, потому что для его народа это более понятно и более доступно. То, что там шаманство передается только там уже от носителя непосредственно
Понимаете, вопрос туда. Там уже из тенгрианства религию строят, там шаманы, официальные шаманы берут за каждый обряд и определенную денежную славу, все, плату, все как в РПЦ. Там прейскурант, там все вопросы к ним. Здесь, ну, для меня это глупо, потому что он не шаман. А кто шаман? Или кто там, я не знаю, волхв, пророк? Он назвал себя так, потому что для него это более понятно, и для его народа это более понятно, как угодно. Кстати, в Якутии нет шаманов, в республике Саха нет шаманов. Там аюны есть, и женщины удаганки. Ну, так вот. Так, ведьмак, волк здравия врыхал шаману свободу. Шаману свободу на данном этапе, а так вообще волю. Кто понимает, чем отличается свобода от воли, здесь объяснять не буду. Я вольный человек. Но сейчас вынужден быть свободным, так как ввязался в эту игру, так скажем. Марина Палта. Кто такой волк, чтобы ему задавать вопросы? Ну, для вас, видимо, никто не вижу тут на что отвечать. Лена Заболотникова. Мэр Якутии ведь может спасти Габушева. Мэр Якутии ничего не может. Мэр Якутии может только то, что скажет ему партия «Единая Россия». Зайцева Дарья. Здравствуй. Волк в школах принудительно вакцинирует детей. Создали официальные полицейские классы, которые будут блюсти порядки в школе с помощью законов РФ. В Гугле есть видео на каналах. Не знаю, я видео на каналах Камикадзе. Знаете, я вам сочувствую, что вы смотрите этот канал. Кроме злобы, агрессии, крайний раз я его смотрел, ну, наверное, в прошлом году, когда начал, собственно, интересоваться политикой. Политикой я интересуюсь не так давно, так глубоко. Для меня раньше было все понятно, уже без вникания. А тут, ну, это обиженный какой-то гражданин, да, который уехал. Их большое количество на просторах интернета. Мне не нужно при помощи вот таких вот узнавать то, что происходит у меня в стране. Ну, Хабат Иерусалим здесь. Вот конкретно отвечая, вопрос зачитывать не буду. У меня жесткая, традиционная половая ориентация. И усвойте одно. Там не важно, кто кого. Так или иначе, вы все предатели расы. Ну, слово это знаете, да, которое используется в обиходе. Предатель расы. В обычном обиходе оно используется несколько иначе, почему-то является матерным. Тут я говорю, без разницы, пассивный ты или активный. Ну, вот, в принципе, по-моему, на все вопросы ответил. Думал, будет короче. Всем всех благ. Повторяю, хорошие, плохие, вы сами делитесь. Кто-то походя. Здесь, опять же, вот люди настолько очерствели, там это ответ на один вопрос, почему люди перестали быть человеками. Человечность ушла, и это опять же заслуга системы. Понимаете, нас система куда-то загоняет в какие-то рамки, куда-то люди постоянно куда-то бегут, чтобы прокормить семью. Еще же раз говорю, голод и смерть от голода. Два страха, которые управляют человечеством. Человек принимает все. Как у Элея, нашего шамана на аватарке в WhatsApp, по-моему, стояло.
Не познавший грязи, не познает чистоты. Это не означает, что нужно кидаться во все тяжкие, чтобы сначала намеренно изваляться в грязи. Просто кому-то это доступно и без, так скажем, окунания в грязь, опускания на дно, чтобы потом тянуться к свету. Но в 90% случаев происходит именно так, пока тебе не с чем сравнивать. Опять же, возвращаясь, победа света над тьмой. Ну, будут все темные или будут все светлые. А с чем сравнивать? Если все время будет только день или все время все будет ночь. С чем сравнивать? Просто темноту это нужно свести на нет. Когда вот то, что вы в обиходе делаете, оно по сути считается греховным, да, там ненароком обидел кого-то или намеренно обидел, так как-то не по совести поступил. Тут вот когда это возведется действительно в порицание вот уже того здорового общества, ну вот считайте, что вы с темнотой-то справились. А сейчас, ну как, помимо заповедей, там не убей, не укради, здесь уже под заповеди нужно создавать то, что они делают с законами, под законами, чтобы обходить Конституцию. И здесь то же самое происходит. Сделки с совестью. Сделки с совестью. И совесть подменяется. Подменяется во всех направлениях. Нет здесь одного конкретного врага. Это все дробление происходит намеренно. Начинают искать что-то. Я каждый день вижу врага в зеркале. Я каждый день его там вижу. Всем всего хорошего. Опять же повторяю, плохим, хорошим. Вы сами на них делитесь. Есть осознанные плохие. Вампиры, которые кроме как от того, что делают гадости, ну, не получают больше удовольствия от жизни никакого. Ну, это уже отдельный случай. Но и они подлежат изгнанию, но с прощением. Всем всех благ, слава роду, уруй, айхал.